Сегодня в столице республики по уже сложившейся традиции прошел военный парад, посвященный 33-летней годовщине образования Республики Южная Осетия. На главной площади государства Аланя торжественным маршем шагали парадные расчеты Министерства обороны. Парад принял министр обороны Республики Южная Осетия гвардии генерал-лейтенант Марат Павлов. 33 года минуло с того исторического дня, когда народные депутаты, претворяя в жизнь волю нации, приняли постановление о преобразовании автономной области в Республику Южная Осетия и приняли декларацию о суверенитете. День 20 сентября 1990 года стал переломной вехой, ознаменовавшей коренной поворот в жизни нашего народа, поворот к свободе и независимости, отметил в своем выступлении глава государства. Это было рождение новой эпохи, начало которой отмечено чередой знаковых событий, героических и трагических, исполненных драматизма, высокого патриотизма, воинского духа и гражданского подвига. Провозглашение суверенитета стало решительным ответом Южной Осетии на национальный гнет и культурный геноцид, подавление, дискриминацию и уважение, ответом на стремление лишить осетин права на родной язык, национальную культуру, ответом на этнические чистки и открыто заявляющим грузинскими лидерами намерения по полному уничтожению Южной Осетии. Верховный главнокомандующий в своем выступлении отметил, что наш народ всегда будет помнить своих героев, ветеранов движения за свободу и самоопределение, создавших и укрепивших государственность Южной Осетии, героических воинов, вставших на защиту родной страны, всех, кто не покинул Южную Осетию в эти страшные годы. Вы всегда будете примером для новых поколений, которые точно так же будут готовы встать в строй ради защиты родной Южной Осетии, точно так же будут своим трудом обеспечивать развитие и процветание Отечества. Светлая память тем, кто по праву должен был разделить радость сегодняшнего светлого и радостного праздника, но отдал свою жизнь ради свободы Южной Осетии. В нелегкие для Осетии времена Россия всегда приходила на помощь нашему народу. Благодаря России наш народ смог выстоять и пришел к победе, которую ознаменовало признание независимости нашего государства Российской Федерации. Мы этого никогда не забудем, сказал Алан Гаглоев. Россия, с которой мы всегда вместе, будет в эпоху мирной жизни или в военные годы, будь то радостное торжество или время тяжелых испытаний. Даже в нелегкое для всех время Россия делилась с братским народом, чем могла, выручала и приходила на помощь во время смертельной опасности. Благодаря России наш народ смог выстоять и пришел к победе. Временно поверенный в делах России в Южной Осетии Александр Журов пожелал народу Южной Осетии новых свершений на пути создания сильного демократического государства и зачитал текст поздравительного послания президента Российской Федерации. От имени чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия, коллектива посольства, поздравляю вас с национальным праздником, желаем вам мира, процветания, стабильности и новых свершений на пути создания сильного демократического государства. Зачитаю текст поздравительного послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Его превосходительству господину Гаглоеву, президенту Республики Южная Осетия. Уважаемый Алан Эдуардович, примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики. Придаем большое значение развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Хотели бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемирное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития. Желаю вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам счастья и благополучия. С уважением, Владимир Владимирович Путин.
На центральной площади республики были продемонстрированы парадные расчеты, знаменные группы и механизированные колонны. Прохождение боевой и специальной техники – это всегда самая зрелищная часть парада. Праздничные марши – хороший повод продемонстрировать оборонные достижения молодого государства. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Азамат Кудзев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня.